Пекин ответил на требование 22 стран немедленно освободить содержащихся в лагерях уйгуров. Китайское правительство сообщило, что 37 государств направили в ООН ответное письмо, в котором выразили свою поддержку Пекину в борьбе с терроризмом. Обращение подписали страны Африки, Северная Корея, Венесуэла, Куба, Белоруссия, Бирма, Филиппины, Сирия, Пакистан, Оман, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Ассоциация просвещения и солидарности провела 11-е Всемирное братское собрание выходцев из Восточного Туркестана. На церемонии открытия, которая состоялась в культурном центре Зейтимурну, прозвучали марши Турции и Восточного Туркестана. Программа прошла в национальном духе. Были выставлены стенды с национальной одеждой, едой и литературой, а также выставка фотографий, посвященная нынешнему положению уйгуров и Восточного Туркестана. Китай ускорил процесс укрепления своих позиций среди арабских стран, товарооборот с которыми вырос на 28% и достиг 244 миллиардов долларов. В этом году китайские фирмы подписали с арабскими странами соглашение на 35,6 миллиарда долларов, тем самым увеличив свои доходы в этом регионе на 9% по сравнению с прошлым годом. Прямые инвестиции китайских фирм в энергетику, инфраструктуру и производство арабских государств составили 1,2 миллиарда долларов. Российский центр управления национальной обороной сообщает, что Черноморский флот наблюдает за учениями БРИЗ-2019, которые ежегодно проводятся НАТО и союзными странами. Морские патрульные самолеты ВМФ России провели полеты в районе учений, ведется радиолокационная слежка и приведены в готовность передвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» с противокорабельными крылатыми ракетами. В учениях приняли участие военные Англии, Канады, США, Турции, а также других государств. Палата представителей США одобрила законопроект об отмене запрета на продажу оружия Южному Кипру при выполнении определенных условий. Взамен на отмену запрета США потребовали от властей Южного Кипра запретить вход российским военным кораблям в свои порты. Инициатором данного законопроекта стал демократ Боб Менендес, который ранее добился запрета поставок F-35 в Турцию.